Чеченской Республики, личный состав Министерства внутренних дел по Чеченской Республике на торжественное мероприятие, посвященное Дню российской милиции, построены. Их служба и опасна, и трудна. Они редко поддаются своим эмоциям, но даже если это и происходит, то не подают никакого вида. Милиция вошла в нашу жизнь 92 года назад, и с тех пор она оберегает и защищает граждан от преступников, борется за целостность государства. Правда, в 21 веке, как отметил в своем обращении к сотрудникам правоохранительных органов президент России Дмитрий Медведев, милиция должна использовать передовые технологии, при этом не забывая о своих первостепенных обязанностях. Обязанность защищать здоровье, жизнь, собственность честных людей является непреложным законом для сотрудников внутренних дел. Поэтому работа органов внутренних дел должна отвечать и новой ситуации. Сотрудники милиции должны более активно использовать все самые современные средства, и включая высокотехнологичное оборудование, поддерживать высокий уровень дисциплины, заботиться о своей профессиональной подготовке. Праздник Дня милиции был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. История же самой милиции берет начало со времен правления Петра I. В 1715 году император создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Спустя 87 лет, уже при Александре I, было образовано Министерство внутренних дел Российской империи. В задачи ведомства, помимо установления и поддержания спокойствия, обеспечения пожарной безопасности, входило также обустройство дорог, курирование приютов, контроль торговли, почты и медицины. Оно также следило и за уплатой налогов. В следующие 115 лет милиция не один раз переименовывалась, реорганизовывалась и подвергалась преобразованиям. Не изменились лишь суть этой организации. Она так и осталась основой государственной власти, которая следит за порядком в стране и обеспечивает безопасность ее жителям. Официальное название милиции появилось только в период революции. Это произошло 10 ноября 1917 года. Спустя 6 лет в системе органов внутренних дел была создана служба участковых надзирателей, нынешних участковых инспекторов милиции. В 1999 году в стране были приняты изменения федерального закона о милиции, определяющие задачи милиционеров. В День милиции руководители и сотрудники возлагают цветы к памятникам, таким образом почитая память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. К сожалению, МВД несет потери практически каждый день. Милиционеры погибают не только в горячих точках, но и в мирной жизни. Борьба с преступностью – это опасное и тяжелое дело, которое призваны выполнять наши доблестные милиционеры, и их нелегкая служба дарит нам, обычным гражданам, спокойную жизнь. Во вторник милиционеры всей страны отметили свой профессиональный праздник. В Чеченской Республике праздник милиционеров был отмечен рядом мероприятий, в том числе религиозными обрядами жертвоприношений и скачками в Гудермесе. Однако главные торжественные мероприятия прошли в МВД республики. Поздравить личный состав Министерства внутренних дел приехало и руководство Чеченской Республики во главе с президентом Рамзаном Кадыровым. В своем выступлении он отметил мужество и героизм, проявляемые чеченскими милиционерами на боевом посту. Вспоминая о подвигах чеченских милиционеров, Рамзан Кадыров подчеркнул, что чеченской войной Россию пытались развалить западные спецслужбы, прикрываясь международными террористами. Afgorni dağına, kısmet etse Nahçı, Olma, Nahçı, Moskva dağına, Российский государственный dağına, Хульского переворота dağına, полностью официально, وي Россия dağına, Mosk, Ларбина, и Ларбина بعض عاجي تنشي dağına основанию, он عاجي وي Республика Хульского международного терроризма dağına. Из-за dağına, просто название международного терроризма. А на самом деле, она против Российской Федерации направлены или направлены на Западу политики еще для России, они выбрали разбор для разбора с Россией, выбрали нашу республику. Для вой республики, вой мох, вой кам, дала вой она صدقاً خادم موديله ويقع عند الله طبعا Российской Федерации فرق عن شيء عنديش.
Сегодня жизнь сотрудников правоохранительных органов непроста. 21 век внес свои коррективы. Мы часто слышим террорист, боевик, камикадзе, слова, смысл которых еще 10-20 лет назад мы бы и не поняли. Сегодня они олицетворяют ужас, приходящий к нам внезапно. И неудивительно, что с появлением нового лица преступности от милиции мы требуем больше бдительности и порой перестаем верить в справедливость. Но несмотря на это, есть люди, которые идут защищать свою родину. Люди, которые являются примером в поведении, которые способны первыми прийти на помощь пострадавшим. Сотрудники милиции сочетают в себе принципиальность и требовательность к нарушителям. С ними всегда можно рассчитывать на помощь. Именно об этом говорил в своем выступлении министр внутренних дел республики Руслан Алханов, обращаясь к личному составу МВД. Он в очередной раз подчеркнул, что главным предназначением и обязанностью милиции во все времена оставалась защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение общественного порядка и безопасности. За время проведения контртеррористической операции погибло 1110 сотрудников чеченской милиции. 1110. Вдумайтесь в эти слова. И оно за себя говорит. И получили ранения 2700 сотрудников милиции. На имущество 582 сотрудника милиции, из них 154 человека посмертно. За 10 последних лет 8 сотрудников органов внутренних дел республики стали героями России. Без наград милиционеры не остались и в этот раз. Награждение специально было приурочено ко Дню милиции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, высшей наградой Чеченской республики ордена Кадырова удостоено 6 сотрудников МВД республики. Указом президента России 7 милиционеров награждены медалями за отвагу, за заслуги перед Отечеством второй степени и за отличие в охране общественного порядка. Свыше 100 сотрудников органов и подразделений внутренних дел получили медали за доблесть в службе, за боевое содружество, а также почетные грамоты и благодарности МВД России. Также приказом Рашида Нургалиева более 20 сотрудникам были присвоены очередные звания. Погоны в торжественной обстановке милиционерам вручил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Приятным же сюрпризом стало присвоение Рамзану Кадырову, кстати, Герою России, специального звания генерал-майора милиции. Указ за номером 1259 в праздничный день подписал главнокомандующий страны Дмитрий Медведев. Звание было присвоено неспроста. С первых дней начала контртеррористической операции Кадыров лично участвовал в операциях против ваххабитов и террористов. А будучи уже главой республики, он не перестает принимать участие в разработке и реализации планов по нейтрализации остатков НВФ. В последнее время под его непосредственным руководством проведены спецоперации в горах Нажаюртовского, Веденского, Урсмартановского, Шалинского районов. При этом ликвидированы особо опасные участники НВФ, их лидеры, так называемые эмиры различных населенных пунктов и районов республики. Кадыров также руководил спецоперациями на сопредельной территории Республики Ингушетия. При этом уничтожены и задержаны известные террористы и главари, борьба против которых будет продолжена до последнего конца. Сам лично участвует в спецоперациях, хотя он президент республики. Он мог бы сидеть в кабинете, как другие президенты, но он сам лично выезжает на спецоперации, планирует мероприятия и всегда говорит, что он не может сидеть в кабинете, когда ребята проводят спецоперации. По словам главы государства, эффективность работы милиции измеряется конкретными результатами борьбы с преступностью и уважением граждан. Поэтому облик милиции должны определять те сотрудники, которые действительно дорожат репутацией и достойно исполняют свой долг. Мы должны создать современную милицию, мы должны создать современные органы внутренних дел. Непримиримой останется и наша борьба с терроризмом. Бандиты, которые совершают преступления, где бы это ни происходило, особенно на Северном Кавказе, они будут получать адекватный ответ. Дорогие друзья, ваша служба, безусловно, требует крайнего самообладания, спокойствия. Это очень важное качество. Мужества и стойкости. Готовности постоянно рисковать своей жизнью и здоровьем. И умением четко
очень настойчиво реагировать на самые трудные жизненные ситуации. Я желаю вам успехов, я желаю вам хороших результатов в вашей очень важной работе.